Есть вопросы? Обращающая сторона, представитель ответчика. А? Нет, уважаемый. Микрофон. Уважаемый суд, нет, по этому выступлению мне все понятно. Ну, единственное, что из всех жалоб следует только то, что, опять же, ссылка на постановление. Даже мэрия ссылается на это. Дальше разговора нет. У вас есть вопросы? Нет вопросов. У вас есть вопросы? У меня есть. Уважаемая Маргарита Насырхановна, ответьте, пожалуйста. Уточняющий момент. Вот постановление Пленума Верховного Суда Кыргызской Республики направляется ли вами в Министерство юстиции для включения в Государственный реестр нормативно-правовых актов? Нет, такое не требуется, поскольку порядок принятия постановления Пленума, вступление в законную силу, оно регламентируется нашим регламентом Верховного Суда, и там мы доводим до сведений всех судов и судей, и оно публикуется у нас в бюллетене, и в открытом доступе находится, и на сайте тоже имеется. В таком случае вопрос. Значит, можно ли отнести ваш бюллетень Пленума Верховного Суда, да, называется? Да. Значит, к органам официального опубликования Кыргызской Республики? Нет. Спасибо, я понял вас. Да. Маргарита Насырхановна, скажите, пожалуйста, вы говорите по поводу обжалования бездействия соответствующих органов или должностных лиц. Каким образом они должны обжаловать, если в положении нет полномочия той же комиссии, не предусмотрено полномочия комиссии о выдаче некого акта, да, выдаче некого акта, и при этом еще Верховный суд подтверждает о том, что именно решение комиссии или даже какое-то соответствующее решение не обжалуются в судах. Да, это решение комиссии, эта комиссия, да, она не имеет права выносить какой-то, скажем, окончательный акт. А акт должны вынести уполномоченный орган на основании этого решения, поскольку они же делегировали тот момент, что эта комиссия рассматривает, да, можно ли предоставить этот земельный участок, является ли свободным от прав третьих лиц, ну, то есть формированы ли, то есть многие детали, они, вот эта комиссия изучает. Потом по итогам этой комиссии уполномоченный орган выносит то или иное решение, то есть либо соглашается с его мнением, может быть, они другое, это уже как у них внутренний регламент, скажем. А в положении там написано, что комиссия, когда выносит некое протокольное решение о том, что выдать определенный акт или определенный земельный участок, мэрия говорит, да, хорошо, мы вынесем соответствующий акт о выдаче. А когда решение комиссии выносится о том, что нет, не надо, где-то есть положение о том, что в таком случае выносится соответствующее. Ну, видите, эти положения, они утверждаются мерией, то есть местным самоуправлением, органами местного самоуправления. Мы здесь не можем Верховный суд давать оценку в этой части, то есть они обязаны, не обязаны или не предусмотрели, это их право. Но здесь хотелось бы отметить, что тем самым местное самоуправление вот как бы ставят тупик, да, чтобы вот решение она не обжалуется, но мы не будем другой акт выносить. Вот знаете, хотелось бы тоже обратить ваше внимание, мы сейчас в Джугорку-Кенеш внесли закон о внесении изменений в процессуальные кодексы, и в частности, не знаем, насколько это найдет, скажем, подтверждение у законодателей, мы именно, я даже хотела бы зачитать. Вот в статью 28 АПК административным ответчиком кто могут являться. Сейчас в действующей редакции административным ответчиком является административный орган, против которого предъявлен
иск в суд. И мы здесь дополнение предлагаем. Административным ответчиком могут быть самостоятельные подразделения административных органов, иных госорганов, органов МСУ, а также комиссии, создаваемые в установленном законном порядке в случае наделения их публично-правовыми полномочиями, исполнение которых влечет создание, изменение или прекращение прав и обязанностей физических и юридических лиц. Может быть, таким путем можно будет преодолеть, да, вот этот пробел, скажем, чтобы мерия каким-то образом под себя законы не писали. Если даже они не будут писать, что решение комиссии будет в последующем обжаловано, да, то есть мы, исходя из административного кодекса, можем, как говорится, как ответчика привлечь. Но это такое мнение, скажем, для обсуждения. Ну вот если вот такое вот внесется изменение в АПК, да, получается? АПК. Да. Тогда нужно будет постановление пленума как-то скорректировать. Естественно, вообще, этого, конечно, да? Сейчас, как вам всем известно, законодательство у нас очень, скажем, они мобильные, часто меняются, и наши постановления порой даже не поспевают, поскольку мы пока, очень долго у нас идет процесс подготовки пленума, и к тому времени у нас даже кодексы, да, меняются целые. И, естественно, у нас постоянно ведется инвентаризация, и поэтому это только для судов, то есть она поэтому не для широкой публики. То есть одни суды, естественно, мы, те, которые уже не актуальны, они не применяются, естественно. Единственное, вот постановление Пленума Верховного Суда в 2013 году же было, получается, да, принято. Вот это? Да, постановление. В 2018. Я уже просто, я уже не могу вспомнить. В 2018 году. В 2018 году? Да. 31 мая 2018 года. В 2018 году, получается, да, вот уже 4-й год. Угу. Вот насколько нужно ли вообще Пленуму Верховного Суда рассматривать, когда разъясняется нормативно-правовой акт определенный, нужно ли рассматривать с точки зрения нарушения каких-либо конституционных прав человека и гражданина, да? Насколько судебная власть или судебный орган не должен быть терпимым вот к таким вот даже нормативным актам органов местного самоуправления, когда вы толкуете какое-то положение. Вот в данном случае, не кажется ли вам, что Верховному суду, когда разрабатывалось это пленум, некие коррективы вести, в том числе через переговоры или указать Верховному суду какие-то нарушения, да, которые происходят, в частности, в органах местного самоуправления при принятии определенных своих решений? Спасибо за вопрос. Поскольку Верховный суд, судебные органы являются органами отправления правосудия, мы не можем толковать законы или нормативно-правовые акты. То есть вот это вот настолько тонкая грань постановления пленума, да, разъяснения применения судов и очень, скажем, опасность есть такая, что мы будем толковать. Мы не имеем права толковать. То есть как в законе написано, мы так и должны следовать. И вообще вот это вот то, что комиссия, привлечь комиссию, а кого привлекать? Это же там, скажем, это же не один человек, но не должностное лицо, это комиссия, то есть кто будет ответчиком, то есть очень много вопросов, но этому решению комиссии, если будет обжалован соответствующий акт, который может быть предметом рассмотрения в суде, конечно, будет дана юридическая оценка. И если, вот, скажем, такую вольную трактовку, вернее, скажем, судебную практику таким образом оставить, то у нас вот это именно единообразная судебная практика ломается. То есть у нас кто в лес, кто по дрова. То есть это потом очень много потом нарушений, еще дальше, еще хуже становится. Поэтому мы должны судам давать четкую, скажем, позицию, да, вот это является предметом рассмотрения в суде. И вот в рамках этого рассмотрения, естественно, будет дана и другим документам оценка. И здесь вот именно, что мы не можем толковать законы,
Мы только вот то, что в законе написано, мы это закладываем в постановление пленума, чтобы суды обращали внимание при вынесении решения. Потому что иногда бывает так, что на что-то внимание не обращают, допустим, и вот мы на это внимание обращаем. Еще вопросы? У меня вот по ходу вашего ответа возник вопрос. Хочу вот тоже уточнять. Значит, вы говорите, мы не имеем права толковать закон. Кто это мы? Верховный суд или постановление? То есть пленум Верховного суда? Мы не имеем права. Нет, кого имеете в виду? Верховный суд судей, или же пленум Верховного суда? И пленум не имеет права, мы толкование. Толкование это дает тот орган, который вносит. Я хотел уточнить вопрос. Да. Тут пленум Верховного суда права. Кыргызской Республики не имеет права толковать законы. Правильно? Да, да. Все понятно. Есть еще вопросы? Присаживайтесь. Спасибо.